Добрый день. В первую очередь хочу поздравить с началом учебного года, с Днем Знаний. В первую очередь, опять же, хочу сказать, поздравляю наших первоклашек и их родителей, которые сегодня первый раз переступили пороги учебных заведений. В Сухумском районе 10 школ, и все 10 сегодня открылись, все в плановом режиме. К сожалению, у нас количество наших первоклашек очень маленькое, всего 26 человек в 5 школах района. Сегодня у нас пошли в первый класс. Те работы, которые обычно ежегодно производятся в помещениях, в самих школах, они были все вовремя проведены, где-то были заменены окна. Мы приобрели недавно 500 стульев для наших школ, мы уже их создали. И еще такой отрадный факт, благодаря Министерству образования и науки, и хочу воспользоваться случаем сказать большое спасибо министру. Все наши школы обеспечены книгами класса. Все, что выше 7 класса, нам обещают в первой половине сентября оснастить. И отрадный факт, такого раньше не наблюдалось. Вы говорили о том, что много школ малочисленных, да, в районе. Да. Скажите, пожалуйста, как сельские власти решают эту проблему? Может, не решают эту проблему? Как они, скажем так, поддерживают, да, вот такие школы с тем, чтобы они не закрылись, потому что школа – это, как бы сказать, центр притяжения людей вообще в села, да? Да, совершенно верно. В селе должна быть школа, и жители, и главы сел, конечно, всячески стараются, чтобы число наших детей, живущих в Сухумском районе, в разных селах, наши дети шли в наши школы. Но, опять же, тенденция, которая была задана с начала окончания нашей войны, она, к сожалению, только ухудшается. И когда человек видит, что количество классов не укомплектовано, как положено, а в среде, где мало детей, дух соревнований отсутствует, образовательный процесс не может быть полноценным. И родители принимают, к сожалению, решение о переводе своих детей в другие школы. В этой части мы больше страдаем из-за близости города, с одной стороны, и Гудаутского района, Афона, с другой стороны. И подавляющее большинство наших детей учатся в городских школах. Мы всячески стараемся с родителями говорить. Мы объясняем, что учебный процесс ничуть не хуже. То есть, может быть, оснащенность классов как-то отличается. Все-таки столичные школы, они более оснащены и педагогическим составом, и вообще школьным инвентарем, что называется. Имеем то, что имеем, к сожалению. Мало кто на это реагирует, потому что каждый родитель, наверное, хочет лучшее для своего ребенка и стараются в другие школы отправлять своих детей. Но, с другой стороны же, есть такой факт, как перенаселение школ в тех же городских школах, да? Да. И там внимание детям уделяется гораздо меньше, чем вот в таких школах с малым количеством детей. Вот как-то странно, что вот такую вещь не понимают, потому что есть классы в городе, насколько я знаю, они достигают чуть ли не 45-50 человек. Да, несколько смен школы работают, все мы об этом знаем, но тем не менее родители принимают решение отправлять своих детей именно в эти перенасыщенные, школы, где несколько смен приходится учителям заниматься с детьми. И совершенно верно вы заметили, что сложно педагогам уделять должное внимание, когда учебный процесс очень насыщен и по времени тянется долго, и в классе большое количество учащихся. Что тут скажешь? Тут повлиять административными или какими-то иными методами, к сожалению, пока невозможно. Нет у нас ни нормативной базы, которая не позволяла бы оформлять школьников с других районов. Может быть, это и неправильно совсем, но проблема есть, она актуальная, она с каждым годом все усугубляется. И у нас есть школы, где учатся всего 15 человек.
школу приходится содержать даже Целая ради школа этих из 15 человек. человек, да, Да, а да. классы ну, в смысле, классы Нет, хотя бы конечно, номинально. Мгм. нет, конечно, Ой, не какое много ужасное. классов отсутствует, да. Вот из 10 школ, в 5 школах у нас имеются первоклашки. Вот можете себе, 5 школ точно не имеет первоклашек. И выпадает очень много других классов тоже. Что стоит бюджету, да, вот на протяжении такого долгого времени вот эти школы поддерживать, содержать каким-то образом? Ну, понятно, что это как бы больше хозяйственный вопрос, но тем не менее. Ну, если говорить в цифрах, в текущем году на образование у нас заложено 53 миллиона рублей. Вот 53 миллиона рублей обходится содержание наших школ. Это уже не говоря об аппарате управления отдела образования, это непосредственно на школы, на заработную плату, на все нужды, которые школам Мгм. необходимы для функционирования. Это Ну, не говоря о да. каких-то текущих ремонтах или капитальных ремонтах, к сожалению, у нас это редкость, но текущий ремонт периодически мы проводим. Ну, вы считаете, это того стоит? Ну, знаете как, опять же, мы когда начинали беседу, говорили, что школа – это центр Ну притяжения в да, селе. да, да, да. Если исходить из этой точки зрения, то тут вопрос стоит, не стоит, наверное, не совсем корректен будет, потому Мгм. что понимаем значимость школы в селе. Если мое мнение на перспективу, да, ради детей, конечно же, нужно как-то укрупнять школы, объединять их более большие, чтобы хотя бы классы как-то более-менее полноценные формировались. Но, к сожалению, население очень негативно воспринимает эти моменты. Не знаю, я понимаю объективные причины, по которым они руководствуются, но если думать больше за детей, за их будущее, за то качество образования, которое они могут получить, наверное, нам надо принимать решения и от чего-то отказываться, идти по пути укрупнения наших школ. Мгм. То есть вы считаете, это было бы одним из вариантов выхода из этой ситуации, да? Вот если бы стал вопрос, как решить эту проблему действительно, Да, одним да. из вариантов, конечно, я не сказал бы, что у нас детей не хватает. Просто дети учатся в других школах, в других районах. Запретить на законодательном уровне выбирать родителю, где его ребенок может учиться и должен учиться, ну, это, наверное, не совсем правильно. А вот если пойти по пути укрупнения школ, я думаю, что мы получим больше эффект от учебного процесса, нежели содержать здесь дело даже не в экономии абсолютно, наоборот, эти несколько школ, которые можно объединить, можно на те же деньги более качественно содержать. Мгм. Вы знаете, вот сейчас как раз мы когда говорили, я подумала, вот что может притянуть детей и родителей, чтобы изменили свое решение, вот куда отправлять, отправлять не в город, допустим, оставлять на месте. Возможно, каких-то вот очень талантливых учителей звать, допустим, по информатике, допустим, по каким-то по математике. То есть их и в наших городских школах как бы Их редкость, да, вот такие. огромный дефицит Да, то есть их педагогов, привлечь, как-то огромный. завлечь, и вот тогда, наверное, родители бы подумали, куда переводить, Ну, стоит ли. возможно, да, возможно, что это отчасти помогло бы решить проблему. Помимо того, что вы сейчас сказали, нужно как-то, наверное, переходить на какой-то более современный уровень, новые подходы в самом образовательном процессе, потому что время идет. Мы же прекрасно знаем, что наши дети большей частью занимаются вне классным занятиями, то есть репетиторством, Да, что это мы точно. называем, да. Да, это большие силы и ресурсы у родителей это забирает. Школы, к сожалению, сегодня, может быть, это грубо будет звучать, но особенно в старших классах они, не знаю, больше символический характер носят, потому что уже ребенок, переходя в 9 класс, а с 9 класса уже усиленно начинают заниматься по тому профилю, по которому он дальше думает продолжать свою учебу. И весь акцент делается на внешкольные занятия.
Вот мы понимаем, это данность, это факт. Это я сейчас не характеризую как нечто плохое или хорошее, но с этим нам приходится иметь дело. Исходя из того, что у нас это уже сложилось, нужно, наверное, в этом направлении принимать какие-то решения. И сами школы должны отвечать современным требованиям. То есть полноценные компьютерные классы. Много новых веяний и введений в мире происходит, которые, к сожалению, у нас мало применимы. Если как-то в этом направлении развить мысль и принять общие усилия на уровне государства, ситуация, конечно, в корне может измениться, и в детских школах тоже. Нужна, наверное, какая-то отдельная программа государственная, которая это все просчитала бы и оценила бы, чтобы был эффект. Потому что дети – это завтрашнее будущее нашего государства. От того, насколько мы их подготовим, настолько состоятельным будет наше общество. Ну да, говорить о важности образования не приходится, это очевидно, да. Что вы ожидаете от этого учебного года? Будет ли он, может быть, стартом для каких-то изменений? Может быть, есть какие-то планы, мысли вот по этому поводу? Ожидаем, конечно, всегда лучшего, но что-то подсказывает, что пока эта проблема будет оставаться на том же уровне. Не могу сейчас, нет оснований говорить о каких-то оптимистических вариантах разрешения этой проблемы, но будем надеяться, что какой вопрос в этом направлении будет решаться в положительную сторону. Я бы хотела сменить немножко тему и уйти от образовательных, скажем так, от образовательной темы к другим. Что сейчас волнует администрацию района больше всего? Насколько мы знаем, вопрос водоснабжения все еще остро стоит. Да, очень остро стоит, особенно последние недели, ввиду затянувшегося бездождливого сезона, засуха только усиливается, мы испытываем колоссальный дефицит воды практически во всех селах Сухумского района. Воды физически нет даже в тех селах, на тех улицах, где вся инфраструктура уже готова и она имеется. Просто дебит наших колодцев, наших мест, где установлено насосное оборудование, катастрофически низкое. Поэтому нам приходится перебиваться по несколько дней, запитывать определенные части сел, оставляя другую часть села без воды. Есть села, где и улицы, и маленькие районы в селах, где уже неделями нормального водоснабжения нету. Это проблема колоссальная, и решить ее не представляется возможным. Как бы ты ни подготовился, тут качественно новые мощности нужны для того, чтобы этой проблемы не было в будущем. Мы испытываем на самом деле большой дефицит воды. Это из-за засухи в основном, да? Вот из-за того, что давно дождей не было? Да. А природных источников воды, они высохли, да, сейчас, на данный момент? Дебит воды очень низкий дебит воды во всех местах, где у нас организована централизованная подача воды. Большая часть района запитывается с городских сетей. Те села и улицы, которые запитываются своими нашими силами, нашими водонасосными станциями, везде наблюдается острая нехватка воды. Расход воды увеличивается, дебит воды в это время года и в связи с засухой она очень низкая, поэтому испытываем большой дефицит в воде практически во всех селах. А люди как получают воду для использования? Люди получают в таком аварийном режиме. О чем вы говорили, да? Я думала, может быть, там носят из рек там или что-то такого нет. Такое тоже наблюдается. Покупают, то есть водовозы очень востребованные, то есть люди, кто чуть на возвышенности живет, к нему вода уже в неделю, 10 дней в тех районах она отсутствует. И людям приходится платить деньги, чтобы им привезли воду.
Да, есть такая проблема. Да, что еще, какие текущие заботы у администрации на данный момент? Чем сейчас еще занята, какие проблемы решает, вот какие хлопоты основные? Ну, хлопоты, в принципе, круг вопросов все тот же самый. Опять же, наши дороги, наши мосты, наши водопроводные сети, наши линии электропередач. Все то же самое, что и происходит, в принципе, во всех районах в нашей республике. Мы ничем не отличаемся, может быть, даже и больше у нас проблем ввиду каких неких субъективных и объективных причин. Занимаемся потихоньку всеми текущими проблемами. Намного, к сожалению, у нас не хватает ни людского ресурса, ни финансового ресурса разрешить эту кучу проблем, которые ежедневно накапливаются, очень нам сложно, но не стоим на месте, как говорится, определенные работы постоянно проходят. Вот недавно мы завершили расчистку и выпрямление русла реки Басва. Вы знаете, что в 2021 году река вышла из берегов и нанесла большой ущерб. Мы неделю тому назад закончили это мероприятие, работы шли больше 2 недель. Сейчас работы проходят в селе Киласур, там тоже из-за непогоды нам размыло насыпную дамбу, которую мы в прошлом году возводили. Идут ремонт улиц в тех же селах, скоро переходим в другое село. Мы как-то в авральном режиме постарались, чтобы к началу учебного года наши школьные автобусы и вообще автобусы рейсовые могли физически проехать в те отдаленные места. Это какие Завершили села? Могли бы недавно. вы назвать? Это Киласур и Джигутам. Ага. Да, у нас там после паводков река вышла, разбила насыпную дамбу, вышла из берегов и испортила порядка 1,5 километров дороги. Да, очень сложно было доехать, но мы эту проблему устранили. Завершили строительство моста в Синопском ущелье второго. Первый в прошлом году был завершен, второй вот буквально несколько дней, как мы приняли в эксплуатацию. То есть эта проблема в этом месте уже снята. Расскажите подробнее вот об этом втором мосте, вот какие он вопросы решил? Ну, вопросы такие, что там мост отсутствовал с 2018 года, и один, и второй, и при непогоде уровень воды поднимался, и 12 домов были отрезаны от внешнего мира, так скажем. Физически к ним не приехать, не добраться было невозможно. Вот эту проблему мы своими силами решили. Большой мост в прошлом году мы завершили, и второй недалеко от него – вот несколько дней, как приняли в эксплуатацию, люди уже могут пользоваться, и этой проблемы у нас уже нету. На районные средства? Простите. Да, это все из местного бюджета было профинансировано. Сумма? Сумма второго моста, который мы сегодня, о чем я говорю, что завершили, 2,3 миллиона, это с учетом проектно-сметной документации. Ну, это значительные средства для бюджета, конечно. Для бюджета района, конечно, это значительные средства. Да. Я вас перебила, вы хотели сказать что-то в связи со школой, да? Что-то еще было сделано? Вот также в селе Джигута заменили окна в школе по просьбе директора школы. Сейчас на днях приступаем к строительству нового забора. Как вам известно, в этом селе в этом году открылся объект туристической сферы, глэмпинг. Да. Я вот как раз, кстати, думала. И вот с его помощью, да, хочу тоже ему большое спасибо сказать. Они берут на себя расходы по рабочим, которые будут заниматься строительством нового забора. Мы обеспечиваем их материалов, а все остальное он берет на себя. Вот так совместно с силами будем решать эту тоже проблему. В школе будет новый забор. А что этот объект как бы значит для района, как вот вы думаете? Это интересный объект, Вообще, потому что он один из первых в своем роде, да? Да, он первый и в таком месте, что немного был удивлен, когда человек изъявил желание в этом месте реализовать такой масштабный для Сухумского района проект. Но, слава богу, все хорошо.
это будет таким местом притяжения для людей, которые хотят работать. И я думаю, что будет примером для других людей, занимающихся бизнесом в этой сфере. Объект работает очень даже успешно, но в этом году они реализовали часть своих намеченных планов, исходя из того, что сезон более-менее удачным можно считать. Я думаю, что там будет и развитие. Там территория позволяет, около 8 гектаров мы выделили землю на это все. Так что мы очень рады, что у нас в районе появилось такое место, где уже рассчитывать на помощь предпринимателей. Вот мы уже, не дожидаясь конца сезона, обратились к человеку, и он откликнулся помогать нам и дальше, я думаю. Понятно. Вы как раз упомянули до этого вернее, мы говорили о том, что сейчас жаркая погода и засуха и прочее. Сельское хозяйство, да, урожай кукурузы, винограда. Вот что вы ожидаете в этом году? Проблема какая-то будет в этой связи? Проблема серьезная. Проблема будет не только с однолетними культурами, как кукуруза и так далее, но и с цитрусами. Потому что по весне было видно, что урожайность должна была быть достаточно большая, несравнимая с прошлым годом. Прошлый год, как вам известно, был в этом отношении очень плохой. Но засуха, конечно, очень отрицательно сказывается на урожае цитрусов. Это будет большой проблемой для нашего населения, потому что основным источником доходов населения, которые живут постоянно в сельской местности, в Сухумском районе, все-таки является это цитрусоводство. Да, конечно, в этом секторе у нас большие площадя в совокупности, если говорить, сосредоточены, и люди с большой надеждой смотрят на этот свой участок. Но, к сожалению, опять же, погода, и весна, и половина лета, как мы помним, были дождливые, достаточно прохладные. Вторая половина лета принесла очередной сюрприз. Давно уже нет осадков. Это проблема для наших сельчан. Насколько я помню, сельхозпроекты реализуются в Сухумском районе. Вот как с ними будет в связи с той же засухой? Да, тоже большой вопрос. К сожалению, на сегодняшний день нам сложно приступать к реализации, потому что физически провести мероприятия на землях, которых не видели давно осадков и не увлажнены, то есть пока не представляется возможным. Но надеюсь, что в первой декаде этого месяца какие-то дожди выпадут, и мы сможем начать реализовать этот процесс. Заявок очень много, порядка 20 заявок мы уже приняли на рассмотрение, с полным пакетом документов, порядка 12 проектов. Комиссия заседала, первичный осмотр заявления было осуществлено, какие замечания были, возвращены заявления, исправляют люди, доносят документы, хотя мы максимально упростили этот процесс, но все же нужно подготовиться. Посмотрим. Я надеюсь, что мы сможем, хотя бы отчасти сможем реализовать планы, которые мы наметили. Угу. То есть это сейчас все находится в процессе пока приема заявок, да? Да, такой этап? Да. Заявки уже, можно сказать, приняты, но идет работа комиссии. Она, понимаете, если у нас так дальше пойдет с погодой, нам очень сложно будет реализовывать. Принимать решение об одобрении определенных заявок и не иметь возможности их реализовать было бы, конечно, очень нехорошо. Поэтому немного времени подождать у нас еще есть. То есть эти работы в основном это октябрь-ноябрь. Я думаю, что погода справится, и мы сможем что-то в этом направлении реализовать. И, наверное, завершающий наш вопрос. Ближайшие планы администрации Сухумского района, с чем они связаны?
Ближайшие планы, скажу так, сейчас идет процесс формирования бюджета на 2023 год. Все наши взоры и усилия направлены на это, на самый важный финансовый документ следующего года. Ну и, не знаю, ждем Дня Победы, хотим поздравить наших ветеранов. И да, и работа, текущая работа, опять же, не опускать руки, надеяться и делать все возможное теми небольшими возможностями, которые мы обладаем. Спасибо вам большое. Удачи в вашей работе. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.